Ну, во-первых, я хотел бы начать с того, что меня никто ничего не лишал. Ни иноагентом не объявляли, ни гражданства не лишали. Но, тем не менее, я нахожусь в этой студии. И я прекрасно понимаю, что то, что мы сегодня делаем в этой студии, оно ломает общую картину в средствах массовой информации, общей идиллии и благополучия. Понимаете? Я это тоже хорошо понимаю. Вот я должен сказать, что я представитель поколения, которое с самого молодого возраста стояли у истоков строительства этого государства. От командованием старших, достойных старших, мы строили эту страну. Во время войны отстаивали ее интересы, после военные годы отстаивали. И мы своей вот этой жизнью и борьбой заслужили право на мнение и право на голос. Это чтобы было понятно, чтобы потом никто не удивлялся, почему вдруг мы начали отстаивать интересы Абхазии. Изначально, когда мы говорили о независимом государстве, когда мы боролись за него, мы это делали не потому, что нам нечего делать было. Мы делали это потому, что было четкое и ясное осознание того, что только в условиях независимого государства мы сможем выжить как этнос, как абхазский этнос. Потому что кроме как нам это никому не надо, наше выживание абхазов на этой планете, кроме нас никому не нужно. И единственным условием, чтобы выжить, это независимое абхазское государство, которое мы строили, когда началась война, начали строить, выстояли, погибли наши братья, наши сверстники, одноклассники, друзья. Потом послевоенные, я просто хочу напомнить немножко, послевоенные голодные, холодные времена выдержали, выстояли. Вот. Ну и потом приехали люди, которые в 2009 году только вернулись, в 2009, уже когда уже сытно стало, более-менее электричество появилось, побрились люди, постриглись, оделись нормально, цвет кожи поменяли. Приехали и начали нас учить, что, оказывается, у нас не так хорошо, как в Москве. Не в России, подчеркиваю, а именно в Москве. Начали нас мерить по московским меркам, понимаете как? А потом инициативы появились, типа апартаментов, закон об иностранных инвестициях и так далее. И вот когда мы, вот эти люди, которые все это время боролись, все это время здесь жили и строили эту страну, когда начали говорить, что это опасно для нашей страны. И когда мы остановили эти процессы, кстати говоря, и отстаивая наше право на голос, мы остановили закон об апартаментах, и когда мы спасли, я не преувеличиваю, именно спасли абхазский бизнес и абхазское общество от соглашения об инвестициях, в отношении нас, я имею в виду тех, кто боролся, начали применять персональные санкции. Почему их начали применять? Тут все, извините, проще пареной репы. Понимаете, вот генеральный прокурор вам сказал, что время нужно, там, разобраться надо и так далее. Заявляю откровенно, наши чиновники в средствах массовой информации несли откровенную клевету. Они заявляли, что в оппозиционной среде есть люди, которые работают на западные спецслужбы. Эти заявления есть. Мы вам их предоставим. Может, через вас Генеральную прокуратуру передадим, может, они их так больше поверят. Вот, есть видеоматериалы, есть документальные свидетельства. Начиная с президента, экс-президента и заканчивая чиновниками рангом пониже. Понимаете как? Они натянули на Абхазию виновность перед Россией своими действиями. Это подделали, преподнесли как нашу борьбу с Россией. Какой-то бред сивой кобылы. Ни с какой Россией никто не воевал. И воевать не собирался, мы не сумасшедшие. Мы не хуже Аслана Бжания понимаем всю ценность добрососедских отношений с Российской Федерацией. Мы эти отношения выстраивали задолго до того, как он им занялся. Мы выстраивали на своих рабочих местах, выстраивали. Я лично этим занимался. Отстаивая интересы русских граждан, граждан русской национальности в Абхазии, защищая их имущество от тех, кто рядом с ним воевал с нами потом. От них в том числе, когда они занимали их квартиры и там судебные решения подделывали. В том числе, хочу это, чтобы это было четко, ясно, понятно. Понимаете как? Поэтому у меня вопрос. После всего, что случилось, мы должны снова объяснять нашей власти, что они должны защитить наши права, права вот этих людей. Есть Конституция, в ней есть норма, что Конституция Республики Абхазия, что Республика Абхазия гарантирует защиту прав и свобод граждан Республики Абхазия, вне зависимости, где они находятся, на территории Республики Абхазия или за ее пределами. Понимаете? Мы вот о чем говорим. Почему наша власть сегодняшняя не может публично выразить свое мнение по этому вопросу? Хоть какое-нибудь, они за или против, они согласны с этим или против этого. Поэтому у меня вопрос, я его ставлю официально.
Мы отказались от идеи независимого государства. Я имею в виду, когда говорю мы, я говорю, обращаюсь к нашей власти. Если отказались, скажите люди, что вы отказались. Мы тоже перестанем убиваться и займемся своими делами. Народу, объясни, пусть народ с этим согласится, и мы тоже успокоимся тогда. Если это не нужно. Если на этом проекте поставлен крест, понимаете? Эти вопросы возникают не так просто. Понимаете? И сам факт того, что эти вопросы возникают, это уже очень нехороший признак. У нас сегодня наблюдается формирование новой элиты. Покладистой и на все готовой. Это процесс разрушения абхазского независимого государства. Мы так это видим, и мы имеем право на то, чтобы это видеть так. Мы это право заслужили. Мы не туман, мы не облако, мы не рассеемся, мы не умрем. Мы здесь жили и планируем жить. Извините. Извините, что мы есть. Но мы здесь живем и будем отстаивать эти интересы. И не позволим никому наступить на нас и пойти дальше. На обочину истории нас выкинуть мы не дадим пока, во всяком случае. Еще в ближайшие там, лет 5-10 мы бороться будем. И свое право будем отстаивать, и свою точку зрения будем отстаивать. Кстати говоря, хочу напомнить, Арифа, вот в процессе вот этого противостояния с властью по вопросам апартаментов, по вопросам этого же соглашения инвестиционного и так далее, мы многократно обращались к руководству телевидения и просили дебаты с представителями власти. Никто от власти так в эфире не вышел. Потому я к чему это говорю? Мы свою позицию готовы отстаивать публично. Если имеешь что сказать нам, пусть придут и скажут, пусть напротив сядут перед всем народом нашим абхазским и скажут свою позицию. Может, мы не правы, может, заблуждаемся мы. Мы сегодня пришли сюда не просить, чтобы вернули кому-то гражданство или статус иноагента сняли. Нет, не для этого. Мы сюда пришли, чтобы сообщить абхазскому народу, что происходит в стране. Чтобы обратиться к власти, чтобы она выразила свою позицию и привлекла к ответственности виновных лиц, которые публично клеветали на граждан Абхазии.